Привет, телезрители! Добрый день, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Мы в рабочем строю, несмотря на неучебный день. И несмотря на все эти карантины, в ваших телеках сейчас Карина Однобаева и Руслан Николаев. И вот какие новости нас ждут прямо по курсу. Сегодня в выпуске: что такое Ночь музеев в онлайн-формате? Как гулять 2 раза в день? Какие знания пригодятся, если ты решил в одиночку выбрасывать мусор? И чем вас готов угостить один из ведущих детской информслужбы? Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. На календаре 25 мая. И сегодня, кстати, мы празднуем День пингвинов. Они такие милые, если честно, я к ним неравнодушна. Ну да, но не такие милые, как мы, конечно, да? Но все-таки в нашей передаче главные не мы, а новости. И вот, кстати, одна из них. В Уфе скоро построится новый футбольный манеж. Я, кстати, заметила, что в Башкортостане чаще начали обсуждать этот спорт и вообще активно им заниматься. Раньше все новости были о хоккее. Да, новый футбольный манеж будет построен в северной части нашего города, рядом со стадионом «Нефтяник», и планируется его сдача в ноябре 2020 года. Я думаю, что уже все соскучились по спорту, даже те, кто им вообще не занимался. Ну а если вы все-таки решили выйти на улицу, то следующий совет от Карины будет весьма кстати. Самоизоляции ослабили, однако это не повод терять бдительность. И даже в таком, казалось бы, простом деле, как вынос мусора, нужно соблюдать меры предосторожности. Итак, вам понадобятся перчатки или полиэтиленовые пакеты, также очки для плавания, или в моем случае это солнечные очки, потому что плавательных у меня, к сожалению, не нашлось. И, конечно же, медицинская маска. Кстати, плавательные очки вам нужны для того, чтобы защитить ваши глаза, слизистую глаза от вируса. Мусорный мешок у нас уже есть, поэтому мы готовы выдвигаться в путь. Миссия выполнена! Придя домой, следует тщательно вымыть свое лицо и руки с мылом. Так вирусы точно не проберутся. Карина Однобаева специально для «Горы новостей». Да, я иногда выхожу из квартиры, но все по правилам, так как в сюжете. И вы не отставайте. Вот, кстати, одно исследование. Недавно оно было проведено, и в итоге выяснили, что вот мы сейчас как бы учимся в школе, да, и большинство, мы как бы в большинстве считаем в уме. Но когда мы выходим из школы, там есть всякие там калькуляторы, и мы просто не используем этот скилл. Ну, кстати, я думаю, что и в школе тоже мы пользуемся разными гаджетами. Я лично не владею арифметикой особенной и не могу быстро очень считать в уме. Поэтому, чтобы развивать свой мозг, были придуманы новые инновационные часы, которые называются Albert Clock. Вот это прикольно, ну-ка расскажи поподробнее. Короче, в часах есть 4 уровня сложности, и там каждую минуту обновляется задание. Вообще, что самое интересное, часы должны были быть для школьников, это целевая аудитория, но взрослым это устройство было очень по душе. Очень крутая штука и, кстати, отличный подарок на день рождения. Поэтому теперь вы знаете, как обрадовать Карину. На самом деле нет, лучший подарок — это отличные новости, а также полезные сюжеты, прямо как у Радомира. Знаете, при подготовке к сюжету очень важно выбрать тему. В этот раз я посмотрел на свое плюшевое авокадо и подумал, почему бы не снять идею? Ведь ребята уже сделали подобное, и я решил снять о том, как приготовить диетический, очень вкусный вишневый десерт. Сначала мы берем курагу, грецкие орехи или миндаль в равных пропорциях. Если нет кураги, можно взять чернослив.
Перемалываем это все в блендере, добавив 1 столовую ложку воды. После добавляем 1 чайную ложку кокосового масла. И все перемалываем. После мы выкладываем эту однородную массу в пиалки и утрамбовываем. Оставляем наш легкий корж и приступаем к начинке. Для нее нам понадобится агар-агар, ванилин, сахарозаменитель, стевия, замороженная вишня и сок от нее. Предварительно растопив вишню на медленном огне, мы сливаем сок и откладываем вишню. На 200 грамм вишни мы кладем 2 чайные ложки агар-агара, 1 чайную ложку ванилина и 1,5 ложки стевии, так как она в 2 раза слаще сахара. То есть, если вы не сможете купить стевию, вы кладете 3 чайные ложки сахара на 200 грамм вишни. Заливаем сок, кладем все ингредиенты, доводим это все до кипения, постоянно помешиваем. Затем, уже на среднем огне, кидаем вишню и продолжаем мешать еще 1 минуту. После даем немного остыть, затем берем наши формочки с коржами и заливаем начинку. Раз, два, три. Даем остыть до комнатной температуры и ставим на 30 минут в холодильник. Ваш десерт готов. Вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравился этот сюжет. Вы будете делать этот вкусный и очень легкий десерт дома, поскольку он еще и является диетическим. Радомир Усманов, специально для Горы новостей. Да, я вижу конкуренцию в кулинарном жанре. Но это вы обсудите с Радомиром наедине потом, а мы сейчас не будем останавливаться и расскажем вам дальше новости. Уфимский государственный авиационный технический университет, а также Башкирский государственный медицинский университет решили объединиться и совместно начать готовить специалистов в области биомедицинской техники и инженерии, которые будут не разбираться не только в медицине, но и в математике и в информатике, таких более точных технических науках. Ну да, потому что сейчас достаточно сильно растет спрос на медицинское образование. Да, для будущих медиков будет создана специальная кафедра биомедицинской инженерии, авиационного и медицинского университетов. Это очень классно, потому что вот эти все штуки, они приближают нас еще на шаг ко всяким там экзоскелетам, ко всяким киборгам, которых мы могли представить только в будущем, а ведь это уже близко, это рядом с нами, вот. Кстати, концепция кафедры уже есть. Сейчас разрабатываются учебные планы, а также система привлечения ведущих ученых, которые будут преподавать ультрасовременные дисциплины. Будут использованы лаборатории и базы 2 вузов, а также в перспективе начать обучение на английском языке. Да, все так стремительно меняется. Даже такие, казалось бы, любимые и какие-то неизменные акции, как Ночь музеев. Главное событие музейной жизни – это всероссийская акция «Ночь музеев-2020». Впервые она проходит в онлайн-формате. И для того, чтобы обойти все музеи, мне потребуется компьютер и интернет. Как и полагается, акция начинается вечером. Все музеи на своих официальных страницах представляют самые интересные материалы по 3 темам. Первое и, на мой взгляд, самое важное – вечер памяти и славы. Несложно догадаться, что здесь все, что связано с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Первый эшелон дивизии ушел на фронт 11 апреля 1942 года. Значит, первым ушел полк, который командовал будущий герой Советского Союза генерал-майор Кусимов. Вторая тема – «Добро пожаловать в музей». Здесь материалы из основных коллекций музея. Например, в музее имени Нестерова выставлены картины, а в Национальном музее – башкирские этнические костюмы. Здесь мы видим такой вот интересный орнамент, такая сеточка характерная, кстати, вот башкиры очень любят такой вот, в виде такой ритмичную сетку. Очень часто встречается именно в башкирских шаршау, в полотенцах, а здесь вот мы видим на концовке тоста. Третья тема самая живая и яркая – музей интересов. В этом разделе каждый музей готовит какой-то уникальный мастер-класс.
Таким образом мы делаем белые, синие и зеленые цветочки. Ну а если вы пропустили всероссийскую акцию «Ночь музеев», то все материалы доступны в интернете по хэштегу «Ночь музеев РБ». Будьте в курсе всего. Миша Крылов специально для Горы новостей. В этом году я не ходила, но, к счастью, все записи есть в интернете. Да, вот и где твоя пунктуальность. Ведь всякие там известные какие-нибудь там события или мероприятия можно посетить спустя 3 или 4 дня после того, как оно свершилось. Зато у нас новости самые свежие и самые оперативные. Кстати, одна из них. Сейчас было проведено исследование и было доказано, что пчелы делятся на правшей и левшей. Прикольно, только как они это обнаружили? Короче, когда пчелы подлетают к улью, они заходят с правой стороны и с левой. Но они именно делятся на правшей и левшей, потому что, когда они летят, чтобы им было удобнее зайти, это во-первых. Во-вторых, это очень сильно, это вот деление очень сильно им облегчает логистику и навигацию, им просто проще. Интересно. К счастью, на вкус меда это никак не влияет. Ну а теперь я предлагаю посмотреть сюжет, чем же заняты наши информационные пчелы. Самоизоляция сказывается не очень хорошо не только на людях, но и на животных. Вряд ли вашему питомцу понравится каждый день сидеть в 4 стенах и выходить только по крайней необходимости. Но и в этом случае есть хорошее решение. Акция «Погуляй с собакой» бесплатно выгулит вашего питомца, если вы сидите на самоизоляции. Для этого нужно всего лишь оставить заявку на сайте walkthedog.ru или позвонить по номеру 8 800 500 05 54. В чем же плюсы такого выгула собак? Ну, во-первых, бесконтактный прием. Вы передаете питомца волонтеру на лестничной площадке, где его сразу же цепляют на поводок. Кстати, о поводках. Второй плюс. У волонтеров есть строгое правило – не отпускать собаку с поводка. Поэтому вероятность того, что питомец убежит, исключена. В-третьих, в заявке на выгул указываются все особенности поведения вашего питомца. Поэтому волонтер уже заранее знает, чего ему ждать от вашей собаки, и можно с уверенностью сказать, что прогулка пройдет гладко. Сидеть, сидеть, молодец. Да ладно, молодец. В акции участвуют уже 140 добровольцев, 50 из них добавились уже в первые сутки. Из ограничений только возраст не старше 50 лет. Но и это еще не все. Каждый месяц организация устраивает выезды в приюты для всех желающих, кто хочет совместить приятное с полезным. Весело провести время, погуляв с животными, и помочь в приюте руками или же как-то финансово. Теперь вы знаете, что нужно делать и куда обращаться, если вам нужно погулять с собакой, либо же вы хотите стать волонтером. Но мне в этом плане повезло немного больше, хоть какие-то плюсы жизни в поселке. Аня Шушакова специально для Горы новостей. Аня, спасибо. А на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили мы, Руслан Николаев И Карина Однобаева. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока. Пока-пока.